эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Марьяна Кутукова. Инвесторам на Дальнем Востоке будут субсидировать процентную ставку. Такую программу планирует запустить Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Об этом сообщил в Токио генеральный директор агентства Леонид Петухов во время круглого стола с японскими предпринимателями, сообщает официальный сайт Минвостокразвития Якутии. Для проектов на Дальнем Востоке доступны услуги финансовых организаций. Японские проекты могут получить финансирование со стороны банка JBIC. Все проекты могут получить финансирование Фонда развития Дальнего Востока. Фонд выдает кредиты под 5% годовых. С этого года мы запустим программу субсидирования процентной ставки. Это означает, что проекты могут получить эффективную ставку в 1%. Это приводит к тому, что эффективность проектов на Дальнем Востоке увеличивается примерно на 8–10%, в зависимости от типа проектов, подчеркнул Леонид Петухов. В следующем году в Якутии появится первый на Дальнем Востоке фонд развития инноваций. Некоммерческая организация будет оказывать финансовую поддержку технологическим компаниям на предпосевной стадии до 2 миллионов рублей на каждый проект и проведение акселерационных программ. Об этом на пресс-конференции сообщил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Анатолий Семенов. Мы стремимся к тому, чтобы к 2022 году выручка резидентов IT-парка составила 2 миллиарда рублей и около 100 новых IT-проектов в нем появилось. Но главная наша цель – это вырастить свою компанию с капитализацией свыше 1 миллиарда долларов. И тогда к 2030 году вклад IT-компаний будет равносилен крупным добывающим компаниям, таким как «Алроса», отметил Семенов. Компания сможет трудоустроить как минимум 10 тысяч человек. При этом она создаст высокооплачиваемые рабочие места. По сведениям Семенова, сейчас средняя зарплата в IT-компаниях Якутии составляет 2–3 тысячи долларов, и есть перспективы ее роста до 5 тысяч. Минкомсвязи России рассмотрит вариант проведения оптоволокна на Чукотку через Якутию. Предложение Якутии вошло в протокол. Об этом также на встрече с журналистами сообщил Анатолий Семенов. По его словам, если предложение будет поддержано, то оптоволоконные линии связи на Чукотку будут протянуты по территориям северно-восточных улусов республики. Благодаря этому мы сможем подключить к быстрому и доступному интернету 20 тысяч жителей Якутии в 18 населенных пунктах. Линии связи пройдут через Хандугу, Уснеру, Хану, Зырянку, Среднеколымск и Дочерского, а оттуда на Чукотку в Билибино. В случае прокладки ВОЛС через нашу республику его протяженность составит почти 2700 километров, сказал Анатолий Семенов. Как сообщил Семенов, национальный проект на прошлой неделе он обсудил с федеральным министром Константином Носковым. Кроме того, поднял вопрос прокладки волоконно-оптической линии связи из города Удачный в поселок Оленек через село Верхняя Мома. Он также добавил, что к 2030 году Якутия ставит амбициозную цель – подключить к оптике 97% якутян. Озвучен предварительный расчет ущерба, нанесенного рекам Ирилях, Малая Батуобия и Вилюй, загрязненных в результате прорыва дамб, дражных котлованов, месторождения Ириляхская россыпь компании «Алроса». Вопрос экологической обстановки на водных объектах Вилюйской группы районов обсудили в Верхневилюйске с главой Якутии Айсеном Николаевым. Ущерб по реке Ирилях составляет 11 миллионов 190 тысяч рублей. По реке Малая Батуобия – 4 миллиарда 67 миллионов рублей. Ущерб реке Вилюй рассчитан управлением Росприроднадзора по республике и составил 22 миллиарда 700 миллионов рублей. Расчет находится на согласовании в Росприроднадзоре в Москве, сказал министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Сахамин Афанасьев. Глава Якутии Айсен Николаев выразил уверенность, что консенсус «Алроса» по этому вопросу будет достигнут. По его словам, компенсация будет направлена на создание системы обеспечения жителей улусов Алмазной провинции чистой водой. Якутия получит 51 школьный автобус и 9 машин скорой помощи. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Вся техника, направляемая в республику, будет утепленной. Поставщиками определены крупнейшие российские автопроизводители. Автомобильные заводы ГАЗ, УАЗ, ПАЗ и другие. Средства для обновления парка автомобилей для нужд регионов будут выделены из резервного фонда правительства России в общем размере 5 миллиардов рублей
рублей для дополнительной поставки в этом году. Полярные авиалинии с сегодняшнего дня предоставляют скидку пенсионерам до 20% от действующих тарифов на покупку авиабилетов на регулярные рейсы зимнего расписания. Такое решение приняло руководство авиакомпании. Если билет по маршруту Якутск-Сангар обходился в 14 тысяч рублей, то с ноября для пенсионеров он будет составлять 11 200 рублей. Размер скидки будет варьироваться от тарифа дня, говорится в сообщении авиакомпании. В некоторых населенных пунктах Якутии пенсию в ноябре выплатят досрочно. Это связано с нерабочими днями. Пенсии и иные социальные выплаты, которые должны быть выплачены 5 числа, Почта России выдаст 3 ноября, сообщили в отделении Пенсионного фонда республики. Изменение коснется получателей пенсий городов Якутск, Нерюнгри, Ленск, Мирный и Алдан. Также досрочно 3 ноября получат пенсию жители населенных пунктов, чей график доставки установлен 5 числа. Для всех остальных пенсионеров пенсии и социальные выплаты в ноябре будут выплачиваться по графику, то есть без изменений. В графике доставки пенсий через кредитные учреждения изменений нет. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.